Видим правый желудочек, по форме он у нас такой более выраженной трабекулярности, в нем есть опознавательный пункт, модераторный пучок. Выявить возможный порок сердца еще у нерожденного ребенка. Такова цель сегодняшнего осмотра. Проводят его московские специалисты из перинатального центра имени Бакулева. Визит московских коллег для наших медиков очень важен. К нему они подготовились заранее. Именно из центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева это первый визит. Более того, скажу, что кардиологический перинатальный центр, который находится на базе Бакулева, это единственный центр в России, который занимается выявлением такого рода патологии. Подготовили группу беременных женщин из группы риска, которым было обязательно это обследование. Ну и, естественно, в таком напряженном режиме, графике, они работают уже второй день. Мы ездим по регионам, помогаем врачам в перинатальных центрах в выявлении этих пороков. Дальше, если мы находим пороки сердца, мы таких женщин берем под свой контроль, под свое крыло так называемое. Назначаем им контрольные исследования. Они могут приехать в Бакулевский институт в свободной форме по направлению, по форме 057У, то есть исследование для пациенток будет абсолютно бесплатное. Ультразвуковую диагностику плода в основном проводят женщинам, находящимся в группе риска. Это роженицы с наследственными сердечно-сосудистыми или хроническими заболеваниями, возрастные. Кардиологи с большим стажем и опытом Рена Гасанова и Ольга Пятимирова за 2 дня уже успели провести консультацию с полусотней рожениц. У 10 пациентов мы нашли пороки, среди них 8 критических пороков. И всем женщинам мы дали свои телефоны, контактные, свой адрес, где мы принимаем. И все они должны будут приехать на уже доношенных сроках на родоразрешение в Москву, чтобы в дальнейшем перевести ребенка к нам в центр. Порядка 40% пороков сердца связаны с генетическими дефектами, отмечают специалисты. Причиной могут быть и вирусные заболевания на ранних сроках беременности. Если у самой мамы есть порок сердца, шанс, что он генетически передастся ребенку, увеличивается на 12%. Лекцию с большим вниманием слушают и наши врачи. В рамках мастер-класса московские коллеги проводят обучающий семинар для врачей ультразвуковой диагностики и акушеров-гинекологов. Мы видим, что левое предсердие анатомическое сообщается через митральный клапан с анатомически левым желудочком, признаками которого являются гладкие стенки, ровненькая форма, треугольная. Дальше левый желудочек продолжается в аорту. Для наших специалистов такие мастер-классы – отличный шанс набраться опыта, не выезжая за пределы региона, а для пациентов получить своевременную помощь. В наш регион приехали детские хирурги, которые принимают детей в ДРКБ. Специалисты нашего центра принимают в детской городской клинической больнице. Они отсматривают детей после операции. Если необходимо, им назначают повторные визиты в Бакулевский институт, повторные операции, если там показано. Тем детям, которые уже оперированы, им ничего не показана операция, они им назначают просто терапию. Это последний день в рамках визита московских специалистов в регион, но уверены, что не последний. Специалисты напоминают, такие скрининговые исследования должны проводиться женщинами уже на 13-й неделе беременности. Раннее выявление пороков сердца у плода способствует своевременной профилактике заболевания. Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.